6 золотых и 5 серебряных медалей завоевала сборная Северной Осетии на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров. Спортсмены, которые заняли первое место, отправятся на первенство мира. Те же, которые удостоены второго места, выступят на соревнованиях европейского уровня. Примечательно также, что сборная нашей республики впервые за долгое время в рамках юниорских соревнований заняла первое место в общекомандном зачете. Как далась победа нашим вольникам, знают мои коллеги, и вот их репортаж. Манеж гудит от криков поддержки и аплодисментов. Вольная борьба – любимый вид спорта в республике. Это из раза в раз доказывает заполненный до отказа спортивный комплекс. На первенстве сотни людей. И для них это настоящий спортивный праздник. Организаторы надеялись, что соревнование объединит всех любителей этого вида спорта. Надежды явно оправдались. Это действительно зрелищное и важное событие для нашего региона. Особенно учитывая то, насколько важен нам этот вид спорта, насколько любят его в Осетии, насколько ценят и разбираются. Да? И сегодняшние, и вчерашние переполненные трибуны тому подтверждение. Я надеюсь, что праздник удался. Надеюсь, что любители и болельщики получили истинное удовольствие, в первую очередь от борьбы. В финал первенства России по вольной борьбе среди юниоров вышли 10 осетинских борцов. 6 из них стали чемпионами. Каждый из поединков был захватывающим. Спортсмены максимально выкладывались и показали на ковре высокий уровень. Борцы делятся. Помогла поддержка зрителей. В полуфинальной схватке у меня вообще уже не осталось сил. Я благодаря публике победил в основном из-за этого, потому что они меня поддерживали. В конце, проигрывая 10-3, я вот благодаря публике победил. Финал всегда сложная, схватка бывает, потому что на него надо настраиваться посерьезнее, потому что так как это отбор на мир и на Европу, первые номера на мире идут, и из-за этого мне пришлось выложиться и выиграть. Там морально сильнее давит, чем за выход в финал, допустим. На первенство приехали борцы из 39 регионов страны. В общей сложности в соревнованиях принимали участие почти 400 спортсменов. Победа на этом уровне открыла борцам дорогу на первенство Европы и мира. В официальном открытии приняли участие знаменитые осетинские спортсмены, общественные и политические деятели Северной и Южной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что проводить соревнования такого масштаба для Северной Осетии очень почетно. Вольников всегда поставлена достойно. Поэтому не случайно Северная Осетия сегодня принимает сильнейших спортсменов из 30 регионов страны. Это знаменательное событие в спортивной жизни республики и большая честь для нас. Подготовка к первенству России началась несколько месяцев назад. Спортсмены готовились в Академии вольной борьбы под руководством своих тренеров. Олимпийский чемпион Давид Мусульбес отмечает, что условия в Академии лучшие на сегодняшний день, но работать еще есть над чем. Но сегодня великолепная база, великолепные условия. Конечно, желательно добавить туда образовательную школу, чтобы могли параллельно спорту еще получить навыки специальности. Сегодня существует очень многие направления специализации, которые можно обучить спортсмена помимо физической культуры. Это и физкультурный менеджер, спортивный менеджер и многие другие, которые идут сопутствия спорту. Количество зрителей в спортивном комплексе говорит не только об интересе к вольной борьбе, считает двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. Это признак того, что в республике давно пора строить дворец спорта. Сенатор от республики в Совете Федерации России поделился, что ведет активную работу. Обратился и в Министерство спорта, и к президенту Олимпийского комитета России. Заверяет, что вопрос в ближайшее время будет решен. Это не взрослая команда. Это молодежная команда. Если на молодежную команду столько людей приходит, значит, это говорит о многом. Поэтому я еще раз специально это все показал, чтобы они видели, что здесь срочно надо строить дворец спорта. Но я уверен в том, что дворец будет в ближайшее время. 6 борцов, завоевавших золотые медали, будут выступать на первенстве мира по вольной борьбе. Серебряных призеров рассмотрят на участие в первенстве Европы. Феликс Бритаев, Алана Тумаева, Чермен Цураев. Новости Осетии.